Наша торговая сеть была первой, причем хочется отметить, что мы одни из первых и в целом в России, самостоятельно подумав, но тем не менее в взаимодействии с местными органами власти приняли решение о первом пробном шаге по замораживанию цен. Выделено порядка 12 позиций из каждой группы. Ну, вот, например, макароны, один вид молока, хлеб, мясо, свинина без кости, капуста, картофель и ряд других продуктов, которые входят в ежедневную продуктовую корзину потребителя. Конечно, скажем так, текущая ситуация определенной нестабильности нас пугала. Но сейчас мы видим, что есть небольшое все-таки временное затишье, укрепление и национальной валюты, что способствует тому, что такие шаги можно делать и без особой боязни. Наиболее сложно, может быть, было заморозить цены на картофель и капусту, потому что товар такой с постоянно меняющейся ценой, уже далек от основного сезона, когда он производится. Вот. Но тем не менее, по крайней мере, картофеля мы закупили около 40 тонн, чего мы обычно не делаем, вот, для того, чтобы выдержать ту цену, которую мы обещали потребителю. По 12 товарам, которые мы выбрали, я не могу сказать, вернее, это совершенно не так, что цена на них, на эти товары, низкая за счет каких-то других позиций. Нет, это, конечно, не очень большой ассортиментный перечень. Вот, и мы предприняли дополнительные закупки единоразовые для того, чтобы этот товар был по этой зафиксированной цене. Конечно, мы опасаемся, что, может быть, поскольку акция только началась, что величина спроса может быть такова, что мы немножечко могли бы не предусмотреть этот объем. Но я думаю, что мы справимся, запасы есть, если что. Но, тем не менее, мы выдержим свое обещание, и цены будут заморожены ровно тот период, который был обозначен в нашем соглашении с правительством. Безусловно, один из социальных продуктов – это молоко. Тоже цена зафиксирована. Единственное, что мы зафиксировали цену на кировское молоко. Вот. Цена на кировское молоко более конкурентна. Это объяснимо, потому что все-таки наши климатические условия гораздо более сложны, и производство молока, качественного молока, оно обходится дороже, здесь сложнее. Но, тем не менее, слава богу, есть соседи, которые нам в этом отношении помогают. Вот. Но я хочу отметить, например, что то же самое молоко нашего Сыктывкарского молзавода, они сдерживали физически цены, они очень долго не делали переоценки по молоку. И фактически этот период был с осени, с октября месяца, в то время как на многие другие продукты цена очень существенно галопировала, она изменялась чуть ли не каждую неделю. Одна из непростых позиций – цена на хлеб меняется практически каждый месяц. Производитель меняет цену на 5-6% каждый месяц. Эти позиции мы до конца марта будем продавать. Я не могу сказать, что в убыток, но мы будем продавать абсолютно на этом ничего не зарабатывая. А эта позиция очень ходовая, очень большой оборот. То есть очень много нужно приложить работы для того, чтобы он постоянно здесь был на полке. Так, вот я вам еще хотел показать, что в перечень акций «Цены заморожены» вошла картофель и капуста. Вот, мы в этом первом шаге выделили пока только 2 этих позиции. И то я хочу сказать, что далеко не просто обеспечить, тем более обеспечить нашим российским. Даже я хочу сказать, что обеспечить нашим коми картофелем очень сложно, потому что нет овощехранилищ, нет условий для хранения. Удаленность фермеров, кто выращивает картофель, очень разная, порой бывает очень большая. Поэтому, но тем не менее, часть картофеля под цены замороженные мы закупили у местных фермеров, часть привезли из плодоовощных баз наших столиц. Мы видим, что сейчас общая структура спроса, она, конечно, смещается в более низкую цену. Даже у
обеспеченного покупателя. Вот. Но в целом все покупатели приблизительно в одинаковых условиях. Поэтому сейчас мы и переориентируем свои коммерческие все действия с пониманием того, что вектор потребления смещается в более низкие ценовые сегменты. Мы это видим в количестве, мы это видим реально, что каждый день ситуация меняется, и объем потребления дешевых товаров, он значительно растет. Смотрите, если обратить внимание на полку, да, то там чай Гринфилд, он далеко не самый дешевый чай, и если было представлено в ассортименте, там, допустим, широкая линейка, там можно было выбрать 5-10 позиций, то мы просто сократим количество тех наименований, которые предлагается. То же самое по кофе. Если, допустим, там еще до недавнего был представлен и кофе «Эгоист», «Корт Нуар», ну, до сих пор есть, очень пользуется спросом, ряд других итальянских видов кофе, мы просто их сокращаем в силу того, что реально объем потребления существенно сокращается. Но предложение, оно останется. То есть для тех, кто может себе это позволить, конечно же, мы не уберем этот товар с полок, это будет неправильно. Ну, а потом есть праздники, есть все-таки не только наши сложные такие вот жизненные реалии, а те дни, когда хочется себя побаловать. Наверное, вы правы, что до Нового года был какой-то вот отложенная реакция несколько, да, и предновогодние продажи, они все равно значительные, люди не хотят еще или не задумываются об экономии на праздничный стол. Но, тем не менее, уже даже декабрьские продажи тех же самых цитрусовых, которые очень скакали в цене и были в определенном дефиците, они были меньше, нежели в сравнении с прошлым годом. Очень существенно повлияло эмбарго на всю ситуацию с фруктами и овощами. Среднее увеличение цены по ходовым, по привычным позициям составило более 50, а некоторые позиции практически в 2 раза подорожали. Там, если груша конференц была одна из самых доступных позиций, она стоила там в пределах 60-70 рублей, вы видите, что цена далеко за 100 рублей. Наиболее пострадавшие группы, это мы можем видеть там на своем столе. Конечно, это сыры. И даже я не говорю о каких-то там супер эксклюзивных, давайте пройдем к сырам. Я не говорю там совсем уже о дорогих каких-то эксклюзивных позициях, я говорю даже о привычных латвийских сырах, которые лучшего качества. Ассортимент существенно сократился. Качественных сыров стало на порядок меньше. И сейчас прошла одна из крупнейших продуктовых выставок. Очень многие производители российские, которые научились делать хотя бы там 1, 2, 3 позиции сыра. Квоты расписаны до конца года. То есть не каждая торговая сеть может еще получить этот продукт. У нас, например, мы даже пробовали привозить сыр, аналог камамберу, французский, такой белый с плесенью, из Крыма. Но на него просто ужасающая цена. То есть цена на полке почти 600 рублей. За эти деньги никто его никогда не купит, даже обеспеченный покупатель. Потому что еще до всех изменений средняя цена вот этой порции сыра стоила там, 130-140 рублей. Это, конечно, ни в какие рамки не лезет. Существенное ограничение, кстати, повлияло и на стоимость, в первую очередь, детского питания. Особенно там, где используется сухое молоко. Потому что были ограничения на сухое молоко, и один из ключевых импортеров, откуда мы его получали, Россия, это была Украина, как ни странно, да, и то, что это ограничение было введено, это повлияло существенно на стоимость детского питания, где используется компонент сухое молоко. Главное, что может влиять на цену, в первую очередь, конечно же, это не сдерживающие факторы, а это сильная конкуренция. Конкуренция в продуктовом ритейле достаточно жесткая, и нас сама жизнь просто заставляет искать те товары, которые могут быть по максимально приемлемой цене представлены в наших магазинах. Конечно же, появление «Магнита» и последние 2 года было очень
позитивным, и они в том числе нам помогли раскручивать такую позицию, как охлажденное мясо. Потому что буквально еще там 3-4 года назад охлажденного мяса, мяса птицы, любого другого мяса в городе, в республике было крайне-крайне мало. Сейчас «Магнит» лидер по Акашево, безусловно. Да? Мы охлажденную птицу, охлажденное мясо тоже развиваем. У нас есть проект в рамках проекта «Выбирай наше». Значит, в некоторых наших магазинах, к сожалению, здесь не представлен. Представлен местный предприниматель и производитель Светлана Батареева. Мы не побоялись с тем, чтобы она тоже встала в магазин и продавала свой качественный, может быть, не всегда там супер дешевый продукт, но чтобы покупатель понимал, что есть достойное, хорошее мясо по адекватной цене. Безусловно, я понимаю, я уже сказал о том, что местному производителю тяжело, потому что издержки на производство, климатическая зона, она, может быть, меньше дает конкурентных преимуществ в сравнении с Кировом или с более южными регионами. Но, тем не менее, наше не обязательно должно быть супер дешевым. Наше это супер свежее, наше это выращенное, можно сказать, нашими руками и перед нашими глазами. Вот. И здесь просто нужно нашим производителям более тонко чувствовать рынок, нужно быть более амбициозными с точки зрения конкурирования, нужно искать новые способы и средства продвижения продукции. Вот. Нужно не бояться быть амбициозными и, может быть, даже поставить перед собой цель по обеспечению не только внутреннего нашего локального рынка, но и умелого конкурирования по крайней мере, самым лучшим своим продуктом на внешнем рынке, выходить в другие регионы.